Международный республиканский институт США проводит опрос раз в полгода или каждый раз, когда происходит важное событие, к примеру, выборы. На этот раз респонденты ответили на несколько простых вопросов. В списке значатся 20 известных политиков. Рейтинг доверия к власти. Садыр Джапаров на первом месте. По данным Международного республиканского института, политику Садыра Джапарова поддерживает 91% опрошенных участников национального опроса. Опрос проводился в мае этого года, и в нем приняли участие 1492 участника старше 18 лет. В таблице указаны фамилии около 20 известных политиков. Второе место после президента занял депутат Жогорку Кеңеша Нуржигит Кадырбеков. Ему доверяют 69% опрошенных. Следом идет глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. Ему доверие выразили 68%. А мы напомним, что по итогам опроса, проведенного в апреле 2022 года, Садыру Джапарову выразили доверие 38% опрошенных респондентов. Эта же категория граждан заявила о снижении доверия к отдельным лицам, чей рейтинг ранее был выше. С 10 по 25 мая текущего года были опубликованы результаты социологического исследования на тему «Оценка текущей общественно-политической ситуации и деятельности высшего руководства», проведенного Центром исследований общества при БГУ. Большая часть опрошенных отметила положительные сдвиги в жизни за последние 2 года. В ходе опроса большинство населения положительно оценило двухлетнюю работу президента. Таким образом, общая доля положительных отзывов по республике весной превысила 80%. Корреспонденты ЛТР также решили выяснить мнение жителей в Бишкеке и в регионах республики. Нормально, очень хорошо. В данное время работает он кыргызскому народу очень хорошо. Спасибо. Ваше мнение? Я думаю, президент и его команда стараются очень хорошо работать, но у них не хватает опыта, стаж. Очень хорошо, я бы сказал, да. Много можно учесть. Но я думаю, у него в планах это. Очень хорошо работает. Нормально работает, хорошо. Дай Бог им здоровья. Мы очень благодарны ему. И пусть они работают всегда. Отлично. Спасибо. Так и надо поддержать. Вроде нормально, да? А я он что тот, Камчыбек Ташиев, алга. Отлично, дай Бог ему здоровья. Побольше пускай сажает ментов. Дай Бог ему здоровья. Так держать, молодец. Садырован колдойс, Ташиев экен, жакшы тот, молодцы. Вот что думают жители Баткенской области о работе президента. Ну а ваши такие результаты? Мен үчүн жакшы иш деп атат, канааттандырат. Ошто акыркы 2-3 жылдын ичинде чоң өзгөрүүлөр бар. Чем башкаларга караганда жакшы иштеп атат. Şu жакшы иштер жасалып атабыз, биз ыраазыбыз. 4-августка чейин ошолор бүтсө жакшы иштейт. Бүтпөсө болбойт. Президенттердин эң толковый, мен оюмча, Садыр Жапаров. Мнения жителей Таласской области звучат так. Кылып аткан жумушу баары туура деп эсептейм. Мындан артык кандай президент керек? Мына бүттүгүн пенсияны көбөйтүп атат. Жогору баалайм, азыр жакшы иштеп атыр. Азыр кene мына карачы Таластын ичине өтүнөлөр. Канча жерде асфальттап, канча жерде эме кылып берип атыр. Мында өмүр болгон эмес. Канааттандырарлык деп эле баалайм. Среди граждан, кому мы адресовали свои вопросы, были те, кто не хотел отвечать по причине спешки или объяснили свой отказ тем, что не имели понятия о происходящих делах в стране. Ой, нет, я не буду. Не шашпраттым. Айталбайм. Не знаю, на мне это никак не отразилось, его работа. На нас. Потом. Спонсорам комментарий бере аламын. Я не могу сказать и хорошо, но и не могу сказать плохо. Работает как может, наверное. В целом можно заметить, что поддержка большинства у нынешнего главы страны есть. В качестве примера следует упомянуть еще один опрос. Лидеру фракции «Бүтүн Кыргызстан» Адахану Мадумарову свое доверие выразили 6% опрошенных. В сентябре 2022 года ему доверие выражали 10% респондентов. Конечно, среди опрошенных были те, кто говорил «никому не доверяю» или «никто не вызывает симпатию», или же те, кто говорил «не знаю», затрудняясь ответить. Опрос – один из наиболее широко используемых методов сбора данных для описания, сравнения, объяснения или прогнозирования знаний, отношения или поведения людей, особенно при определении рейтинга по проблеме или ситуации. Существует много видов опросов. Личный опрос, face-to-face интервью, проводится непосредственно по месту жительства респондентов.
осуществляется на улицах, например, в торговых центрах и так далее. Это дает возможность узнать мнение разных групп населения по всем вопросам. Основные виды исследований характеризуются быстрыми результатами, эффективностью и простотой. Чебек Исакова, Телек Айталиев, Эльдар Анарбеков, ЛТР. Итоги.